В Общественной палате создана комиссия, которая будет заниматься вопросами жителей Галского района. Подробнее об этой комиссии, какими именно вопросами будет она заниматься, будем говорить с главой комиссии, членом Общественной палаты, общественным деятелем Давидом Пили. Он у нас в студии. Давид Чичевич, приветствую вас. Добрый день, Нала. Спасибо, что пришли к нам в студию. И первый мой вопрос, что это за комиссия? А чем она конкретно будет заниматься? Давайте вот с этого начнем разговор. Ну, давайте начнем с того, что Абхазия является многонациональной страной. И, конечно, у государства должна быть определенная национальная политика или стратегия, или концепция, по этому вопросу. И в Общественной палате все поддержали эту идею. Мы создали комиссию по межэтническим вопросам и системное интегрирование жителей Самурзаханского района. Я подчеркиваю, именно Самурзаханского, не галского, а Самурзаханского народа. Потому что Самурзахан – это часть сел Тхуарчал и Ачимчири, это бывший Гальский район. То есть это не только Галский район, но и другие? Да, конечно, да. И, конечно, в этой связи мы решили начать свою работу таким образом. Во-первых, посетить район, встретиться с общественностью, послушать их проблемы, и вместе с тем и нам надо высказаться по определенным направлениям. Такая встреча состоялась в пятницу, это было 19 мая. Встреча была достаточно интересной. Мы с общественностью встретились в клубе «Гал». Люди пришли, притом немало людей пришло. Было руководство района. И долгое время, почти более 2 часов, мы обсуждали разные проблемы, которые стоят сегодня перед самурзаханцами. Конечно, в первую очередь они ставят вопрос, кто мы, чьи мы граждане, граждане какой страны мы являемся. Это закономерный вопрос, на котором, в общем-то, сегодня такого четкого и ясного понимания политики со стороны государства, к сожалению, до сих пор не выработано. Что значит, у нас целый регион, где люди не имеют общегражданских паспортов. Да? В разное время появляются такие проблемы. Например, родился ребенок. Так? Если родители не являются гражданами Абхазии, то ребенок не может получить свидетельство о рождении на этой территории. Так как гражданами Абхазии являются единицы, основная масса папы выезжают в соседние регионы, это в Зугдидский район, и они получают там свидетельство о рождении ребенка. Я считаю, это неприемлемо, и этого нельзя допускать. Тем более, что в законодательстве четко оговорено. Свидетельство о рождении выдается по месту рождения ребенка. Мы ведь родившимся детям, скажем, иммигрантов, трудовых иммигрантов, таджиков, узбеков же выдаем в городе Сухуми. А почему мы там не выдаем? Это одна из очень серьезных проблем на сегодня. Вторая проблема – это выпускники школы. Это наши дети, понимаете, 17-18 лет. Дети достигли своего совершеннолетия. Чьи граждане они? Граждане какой они страны? И, как правило, практически 95-96% эти молодые люди уходят в соседнюю Грузию. Да, в последнее время грузинской политики по отношению к Абхазии они более сдержаны, но когда-то эта страна очень агрессивно была против нас настроена. И, конечно, в этой связи мы задаем вопрос, а кому же мы отдаем детей, которые закончили детские сады, закончили школы, на них потрачена большая сумма денег, ресурсов там все, и мы отдаем другой стране. Давид Чичевич, как раз по этой теме здесь у нас в студии мы обсуждали этот вопрос и с главой Галского района Константином Пили. Он приводил цифры. В прошлом году 232 ребенка завершили учебу. В будущем они станут гражданами Грузии. А 65% бюджета идет на образование. Это 19 школ и 35 педагогов абхазского языка, им платят деньги. То есть, получается, это впустую. Впустую. Школьники, которые уже не школьники, абитуриенты, они, конечно, уезжают в другую страну, чтобы поступать. Конечно, нам надо эту проблему решать. Нам надо сделать все возможное, чтобы район стремительно не старел. Назову несколько цифр. После возвращения самурзаханцев население нынешняя граница Галского района составляла около 40 тысяч человек. По переписи декабря прошлого года сегодня там проживает 23 тысячи человек.
более 15 тысяч молодых людей, это девушек, ребят, уже взрослых, ушли в Грузию и сюда не вернулись. Они получают образование не только на территории Грузии, но получают они образование в Европе, в Америке и так далее. Но ведь многие молодые люди идут в военное училище, они заканчивают военное училище, становятся офицером грузинской армии. Это люди, достаточно хорошо знающие локации Самурзаханского района, не каждую тропинку знают. Для нас это в интересах нашего общества, в интересах нашего государства? Конечно, нет. Ну, вот и другая очень серьезная проблема, по которым, кстати, парламент принял закон, значит, на дневной сессии, на дневном заседании, а вечером она была отменена, и вообще непонятно, этот закон принят или не принят, по поводу возвращения исторических фамилий жителей Самурзахана. Ведь там очень много людей с абхазскими фамилиями. 37-е, 40-е, 50-е годы эти фамилии, естественно, были, значит, видоизменены, скажем так, Тарба становился Тарбая, Зухба становился Зухбая. Многие люди хотят вернуть свои исторические фамилии. Почему мы этому препятствуем? Почему мы это не делаем? Кто нам мешает? Если в 30-е годы политика Берии, Сталина это решала буквально в считанные дни, то в течение 30 лет мы не выработали политику, как нам быть с этими людьми. Почему? На этот вопрос ответа нет. Но нам же говорят, что эти граждане, которые здесь претендуют на абхазское гражданство, которые хотят восстановить те же фамилии, они, возможно, являются гражданами Грузии. Мы это не можем доказать, говорят здесь наши власти, и поэтому вот повис этот вопрос. У нас с Грузией, конечно, нет никакого договора. Они нас не признают, мы их не признаем. Это понятно. Что в ближайшее время мы о чем-то договоримся, тоже такой перспективы у нас нет. Но люди живые, как с ними быть? Да, а многие из них, я думаю, это подавляющее большинство, стали гражданами Грузии. Почему не стали гражданами Грузии? Во-первых, социальный пакет. Во-первых, перспективу не видят в этой стране. Они на территории Абхазии. Кто в этом виноват? Они или мы? Да, конечно, определенная вина есть и, скажем, жителей, живущих в Самурзахане, но большая вина лежит на нас. Это государство, которое не выработало определенную политику. Вы знаете, в нашем обществе мнение по отношению к Галицкому району разошлось. Разошлось не в пользу нашего государства. Мы на встрече в селе Звандрыбш выступил один пожилой человек возрастом за 80 лет. Я никогда не забуду, с какой озабоченностью он сказал. «Бабара брейпту иждирозад». Да, давайте переведем по-русски. Позор. Да, на чьей совести их судьба? На совести абхазов, этнических абхазов. Мы же должны это понимать. А потом мы должны понимать, что на территории Абхазии проживает, скажем, где-то по разным оценкам, до 250 тысяч человек. Половина из них – это этнические абхазы. Но другая половина не абхазы. А какую мы политику проводим по отношению к ним? У нас что, в органах государственного управления могут работать только одни абхазы? У нас не могут работать, скажем, самурзаханцы, у нас не могут работать мигрелы, русские. Как это понимать? Почему для нас не становится привычным «доброе утро» по-русски? Щибзе по-абхазски, гамарджобат по-мигрельски, скажем, да? Баревцес, добрый день по-армянски. Разве это не должно быть для нас привычным? Для многонациональной страны это должно быть привычным, и мы должны это с пониманием к этому относиться. И, конечно, в этом плане мы должны воспитывать нашу молодежь, чтобы они в этом плане чувствовали себя достаточно комфортно на улице, вне семьи. Они ведь встречаются с людьми разных национальностей, разных национальных групп. Ну, тут вы затронули сразу несколько вопросов. И вопрос интеграции, паспортизации. Нужно, конечно, это две разные проблемы. Естественно, конечно. И эти проблемы мы слышим на протяжении уже 30 лет. Что эти проблемы с жителями Самурзакана надо решать, что и с документами периодически то им отдавали паспорта, то и лишали гражданства и так далее. У вас есть какие-то предложения? Вот создана комиссия при Общественной палате. Что вы планируете? Значит, в ближайшее время мы должны более глубже, это буквально в считанные, скажем, недели, мы должны более глубже поднять материалы. Четко должна быть у нас статистика, насколько она отвечает интересам нашего государства. Мы должны организовать круглый стол, в котором должны быть приглашены государственные структуры, Общественная палата, Конгресс народа Абхазии, институты, специалисты, демографы, этнографы
И мы должны выработать единую дорожную карту. Первое. Это получение свидетельства о рождении детей, родившихся в Самурзакане. Второе. Это получение паспортов выпускников школ. И третье. Возвращение исторических фамилий наших жителей Самурзаканского района. Но дальше жизнь покажет. Конечно, одним махом мы все проблемы не решим. Но то, что сегодня безболезненно мы могли бы решить, мы должны решать. И если, скажем, будет необходимость проведения референдума, мы должны пойти на это. Или провести опрос населения, или провести референдум. Государство в этом должно быть заинтересовано. Ведь хорошо, стремительно стареет Гальский район. Но, не дай бог, если это случится, да опустеет, да безлюдится этот район. Мы кого собираемся туда поселять? А пустая земля, она может быть твоей земля, тем более на границе с Грузией, она может быть твоей. А какая гарантия в том, что мы эту землю можем защитить и сохранить? А не лучше сегодня работать с гражданами этого региона и делать их доброжелательными к нам? Ведь после нашей встречи в Гале перед нами выступил фольклорный ансамбль «Самурзакан». Это школьники. Вы не представляете, как они красиво пели и танцевали. А пели не этнические песни абхазские, соответственно, и танцы. Если я даже услышу там пение на мигрельском языке, я спокойно к этому отношусь. И я должен вам сказать, что надо это понимать. А эти дети, это тот ресурс, который в наших руках. Ведь Самурзакан – это не только рабочие руки, это интеллектуальный ресурс, это творческий ресурс. Посмотрите, эта группа небольшая, это хорошо, что такой есть Миша Джмути, такой энтузиаст. Он повез их на международный фестиваль «Родные зори», и они там получили первое место. И они оттуда приехали с огромными наградами. Хорошо, что у нас есть в Москве, скажем, абхазская диаспора, она их приняла, большое внимание им сделала. Вы представляете, дети поехали туда не только одни, но и поехали с родителями. Родители были просто поражены. Ну это да, это важный такой политический, не только культурный шаг, очень но и важный. политический. Это один из элементов решения этой проблемы, кстати. Давид Чичевич, вот в разговоре вы очень важную вещь сказали о том, что мы теряем ресурсы трудовые в том числе. Да. И упомянули, что трудовые мигранты, которые к нам приезжают, они здесь, там у них рождаются дети, они могут получить свидетельство о рождении, при этом жители Самурзакана этого права лишены. Вот с одной стороны мы теряем трудовые ресурсы, с другой стороны к нам приезжают мигранты, которые в качестве вот этой трудовой силы зарабатывают здесь деньги, увозят эти деньги, посылают куда-то там в свои страны эти деньги. Вот с точки зрения экономики и той же политики к нам приезжают люди, которые не знают абхазскую культуру, не знают абхазский язык. И вот эта среда даже визуально, вот просто когда ты прогуливаешься по городу, ты видишь, какое количество вот в сфере услуг сейчас работают одни мигранты. В такси, там, на рынке, везде работают трудовые мигранты, которые из Средней Азии к нам приехали. Вот с точки зрения экономики и политики, если сравнивать вот эти два процесса, то, что происходит в Восточной Абхазии, и вот этот процесс миграции, который к нам только увеличивается. Две несопоставимые для государства, с точки зрения интересов государства, несопоставимые явления. Иммигрант, он приехал заработать деньги, эти деньги он отправляет к себе на родину. А житель Самурзакана, это человек, который живет на нашей территории, работая, эти деньги, они в обороте семьи, в обороте государства. И с другой стороны, мы ведь нуждаемся в рабочих руках. Вы посмотрите, у нас работают узбеки, таджики из Северной Кореи. Вы представляете, откуда приехали к нам работать? Северная Корея. На каком расстоянии от Абхазии? Да и тот же Узбекистан, да и тот же Таджикистан. А тут по левую руку в Восточной Абхазии, пожалуйста, у нас огромный пласт населения, огромный пласт рабочих рук, интеллектуальных и творческих. Я уже говорил об этом. Хочу еще раз повторить. И мы их не используем, мы отталкиваем от себя. Ведь ради интереса, конечно, а это для нас очень важный момент был, мы обошли все села Гальского района. Все села до единого. Мы в 19 числа, когда посетили Гал, мы еще были на Гальском море. Мы были потом на гидротехническом сооружении Ингургес. Генеральный директор встретил нас, и когда мы задали ему вопрос, а почему здесь нет абхазских надписей? Он нам говорит, а разве это не ваша вина? А почему нет здесь специалистов абхазов? А он говорит, простите, дайте мне этих молодых людей. Я вам воспитаю специалистов-энергетиков. Значит, это то, что мы не дорабатываем. Значит, в обществе есть силы, которые этого не хотят.
А это в интересах государства и общества? Нет, конечно. И мы четко должны здесь давать себе отчет, какой шаг мы делаем, с какой целью это делаем, и что мы с этого имеем. Если мы этого не понимаем, тогда, знаете, как строительство государства не просто так, энтузиасты, да, вот мы хотим государство и так далее, а его надо практически строить. А кто строит государство? Люди. Люди самые бесценные, скажем, вот ресурс, который строит и государство, развивает его очень неплохо. Мы сегодня говорим о том, что нам надо развивать экономику. Два момента, которые нам очень в этом плане мешают. Первое – это малое количество населения Абхазии. И второе – это противостояние в обществе. Когда нет доверия одной группы к другой политической группе. Это очень сильно нас тянет назад. Давид Чичевич, вот вы говорите, что есть недоверие одной части общества к другой. Да. Но если этой части общества сейчас вот так сразу дать паспорта, они, естественно, будут гражданами, возможно, будут иметь право участвовать в выборах с точки зрения вот национальной безопасности. Вот сейчас это делать, есть у вас видение? Вот какие-то этапы должны предшествовать? Не надо этого бояться. Это люди, которые там веками живут. Из поколения в поколение. Они будут участвовать в выборах. И что произойдет с нашей Абхазией? Да ничего абсолютно. Да, кто-то больше голосов получит, а кто-то меньше. Это вполне естественно. Мы же не можем запретить на выборах участвовать другие национальные группы. Что, только мы одни абхазцы будем выборы проводить? А мы какое государство собираемся строить? Мы что, забываем о том, что это многонациональная страна? Значит, нам надо общий язык находить со всеми. Надо говорить на их языке. Имеется в виду на их духовном языке. Надо, чтобы они нас понимали, и мы их понимали. Ведь у нас одна страна, у нас одна территория. Бог дал нам возможность на этой площадке вместе жить. Я согласна, что в многонациональной стране все, вне зависимости от национальности, должны иметь одинаковые права. Но вы сами говорите, что вот одна часть, она не доверяет другой части. Но может быть, этому этапу должно предшествовать какая-то интеграция, и потом уже дать эти политические права этой части. Вы Или знаете, же все-таки нужно все сразу... наши беды начались с того момента, как мы начали проводить на территории Абхазии демократический выбор. Это европейские ценности, без которых нам, наверное, нельзя было жить, и мы пошли по этому пути. И результат этих демократических выборов, не учитывая наши национальные особенности, не учитывая нашу ментальность, нас привело к тому, что у нас сегодня серьезное противостояние в обществе одной политической группы к другой политической группе. Как нам сделать, чтобы мы смогли с этим договориться? Ведь посмотрите, вторая половина 19 века. Как оказалось наше абхазское население в Турции? Ведь тогда тоже были такие проблемы. Были такие проблемы. Значит, это сигнал к тому, что нам надо сесть и договориться. Да, тяжело будет. Легко сказать договориться. Но у нас одно президентское кресло. И что, вся нация должна бороться за это кресло? А что, у нас других мест нет, где ты можешь себя реализовать? В бизнесе. Бизнес имеет масса направлений. Это туризм. Мы, кстати, когда ехали в Галлии, заехали в Очимчире, посмотрели высотный корпус тургостиницы, который строится в Сухуми. Какой шикарный объект. Там будет отдыхать более 500 человек. Вы представляете, для такого депрессивного, значит, города, как Очимчира, насколько она оживит? Ведь появление этого комплекса, рядом будет торговые, значит, объекты, рядом будет какое-то движение, оказание услуг, транспорт и так далее. Город, по крайней мере, в этом микрорайоне заживет. Без людей. Вы знаете, когда-то Расул Гамзатов говорил, что родина, мои дорогие абхазы, не только теплое море и красивые пальмы. Родина – это люди в первую очередь, Нала. Давид Чичевич, а я вспомнила одно из интервью, сейчас затрудняюсь сказать, кто именно сказал, но это врезалась в память. Кто-то вот из экспертов нам сказал, что наше отставание – наше благо. Вот в какой-то степени, что мы успели смогли что-то сохранить, те же памятники там архитектуры и так далее. Вот наше отставание даже в плане туризма, экологичный туризм, мы смогли сохранить благодаря нашему где-то вот отставанию тоже. Я сейчас далек в другую от плоскость мысли. мы немного уходим, конечно. Да, Нала, я далек от мысли превращать Абхазию в Адлер или, там, скажем, современные Сочи.
Это, конечно, нам это не подходит. При такой уникальности нашей природы здесь такие масштабы не подходят. Здесь должны строиться объекты небольшие, красивые, чтобы они в рельеф вписывались красиво, чтобы они не закрывали, скажем, вот эту красоту, зеленую массу, да? Но это, простите, зависит от людей, от нас с вами. Мы же хотим жить здесь. Так вот, мы должны беречь то, что мы имеем. Не разбазаривать его, а беречь. Но развиваться нужно. Время остановиться нам никто не даст. Не будем мы развиваться, будут другие развиваться на нашей территории. Вот как вопрос стоит. Потому для нас очень важен. Вот я недавно смотрел выступление Аляса Авицба. В прямом эфире он говорил с Владимиром Владимировичем Путиным. Да? Он говорит, наша малая родина Абхазия. И сказал, наше отечество Россия. Может быть, кому-то это не понравилось. Мне это по душе. Почему? Только в союзе с Россией, под их защитой, мы можем сегодня развиваться и строить нашу жизнь. Да, Давид Чичевич, мы к двум разным темам, вот откуда, куда мы ушли. Да. Но одно с другим связано, ничего не сделаешь. Да, согласна. А все-таки жители Самурзакана сами, о чем они говорили вам? Вот чего им хотелось бы? В разговоре, конечно, первые контакты были немножко тяжеловатые, но потом сарафанное радио сработало, и люди, конечно, были с нами гораздо откровенны. Они беспокоятся за будущее своего Самурзакана. Они беспокоятся за будущее своих детей. Они ведь не от хорошей жизни их посылают в Тбилиси учиться или в другие вузы Грузии. Не от хорошей жизни, уверяю вас. Если, скажем так, определенная политика грузинского правительства проводится четко и ясно. Каждому молодому человеку там выдается паспорт, необходимый социальный пакет, обеспечивается жильем, обеспечивается стипендия, пожалуйста, учись. Хочешь на территории Грузии, хочешь на территории Евросоюза, в Америке. Посмотрите, сколько там врачей, которые получили европейское образование. Посмотрите, сколько там инженеров, которые получили европейское образование. Я, кстати, когда мы посещали Ингургес, обратил внимание на что? Очень много инженеров, получившие образование за пределами Грузии. И это не только получили образование, они и спецподготовку получили. Ведь Ингургес – это сложнейший комбинат. И, уверяю вас, там, где работает 1900 человек, какие там менеджеры должны быть, насколько они должны быть грамотными. Конечно, они беспокоятся за свое будущее. К нам большое недоверие. И это доверие вызвано тем, что с первого дня, после того, как мы освободили Абхазию, у нас не была выработана политика по отношению к Самурзакану и вообще по отношению к другим национальным группам. Мы должны были это сразу выработать и работать в этом направлении. Вы знаете, когда есть какое-то решение, глава государства говорит, все, есть решение, точка, и она не подлежит обсуждению. Так должно быть. Но какие-то шажочки, Давид Чичевич. Понятно, что интеграция – это такое понятие очень емкое. Да, и достаточно и рецепт длительное. Рецепт непростой, да? Непростой, очень сложный рецепт. Какой-то вот первый шаг. С чего все-таки начать, если все-таки первый шаг – это мы должны определить дорожную карту. В каком направлении нам двигаться. То, что касается, скажем, общенациональных проблем Абхазии, мы должны вырабатывать или стратегию, или концепцию национальной политики Абхазии. Мы должны иметь такой документ. А это требует очень больших, скажем, сил, людей науки, вот. Ну и, естественно, людей опытных, которые знают четко, что такое межнациональные отношения. Абхазия всегда славилась тем, что здесь достаточно был такой очень хороший оазис в взаимоотношениях людей. Никто почти не спрашивал, ты кто по национальности и так далее. Это был один мир, одно сообщество. Сегодня она очень осложнилась. Наши дети растут. Как с ними работать, как с ними дальше жить? Давид Чичевич, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Желаю вам удачи в работе этой комиссии. Спасибо. Удачи всем нашим гражданам. Это не только Давиду Пили нужно, это нужно нашей стране, нашему обществу. Согласна. Спасибо вам большое. А нашим слушателям напомню о комиссии при Общественной палате, которая занимается вопросами жителей Самурзакана. Мы говорили с главой комиссии, членом Общественной палаты, общественным деятелем Давидом Пиле.